Свобода. Честь, достоинство, гостеприимство. Слово «казак» имеет глубокие многовековые корни, а потому его происхождение весьма противоречивым. Но то, что именно эти определения наиболее точно выражают сущность нации, бесспорно. Именно в стремлении сохранить свою независимость, обеспечить вольную жизнь своим потомкам, султаны Керей и Жаныбек со своими соратниками и подчиненными племенами в Западном Семиречье осуществили мечту предков, создали новое государство – ханство казахов. Величайшие стратеги Керей и Жаныбек ровно 550 лет назад начали новую страницу в летописи человечества и начертили на карте мира границы с новым именем, известное ныне как Казахстан. Орталық кітапхана ұсынады. Салт-дәстүр, рухани құндылық. Этнографиялық сағаты. Центральная библиотека представляет этнографический час «Салт-дәстүр, рухани құндылық». Традиции и культура – это генетический код нации Нурсултан Назарбаев. Обычаи и традиции – это символы народа, показатели того, чем он живет, о чем он думает, во что верит. Частью каждого народа является сохранение своих обычаев, традиций, обрядов и праздников, которые формировались на протяжении нескольких столетий. Давайте отправимся в путешествие по национальным духовным традициям Казахстана. Бесыке-салу – традиционный казахский обряд, связанный с рождением младенца. Торжественные мероприятия устраивают, когда ребенка первый раз кладут в бесык. У казахов бесык считается золотым гнездом младенца, и обряд бесыке-салу является самым значимым и почитаемым. Далее, когда ребенок подрастал, проводился обряд чаукесу, по которому старейшина завязывает ножки ребенку пестрой веревкой и водит вокруг собравших гостей. Светлая нить обозначает хорошее в жизни, темное – плохое. Ребенок должен самостоятельно научиться преодолевать трудности. Зарождение новой семьи считалось во все времена большой радостью. Обряд сырга-салу закрепляет за девушкой официальный статус невесты. Засватанной девушке уважаемые женщины семьи продевают золотые серьги в уши. Как правило, эта почетная миссия возлагается на мать жениха. Свадебный обряд беташар буквально означает открывание лица невесты. Обряд знакомства невесты с роднёй мужа. Новая семья ее не видела, не воспитывала, но должна принять в свои объятия. Салем-салу – поклон снохи. Молодая келин, здоровая, знак уважения к старшим, должна делать салем – поклон перед новыми родственниками, чтобы показать уважение, когда все готовы принять нового человека в семью, в свой род, в свое сердце. Шанарак-кутеру является семейной реликвией, символом хранимого очага и продолжения рода. За поднятие шанрака зятю полагалось в подарок лошадь или верблюд. Купол юрты поднимают мужчины. Асар – всем миром. Древний обычай казахского народа, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильные для одного человека и для одной семьи работу. Происхождение обычая связано с потребностью взаимопомощи для выживания в суровых условиях степи. Поэтому люди сообща решали проблемы и помогали попавшим в беду. Этот обычай сохранился испокон веков. Его почитают и сохраняют до наших дней. Жеты-ата – 7 поколений. Все потомки одного деда до 7-го колена считаются близкими родственниками. Древние обычаи требуют знать 7 поколений своих предков и запрещают браки внутри рода. Казахи, являясь кочевниками, жизнь которых целиком зависела от умения ухаживать за домашним скотом, стремились с самого раннего возраста приучить детей к верховой езде, поэтому у казахов много обычаев, связанных с лошадью, одним из которых является ашамайга-мангызу – первое сажание в седло. Так проходят одни из красивейших и важных в воспитательном отношении казахских обрядов. Без прошлого нет настоящего. Мы не должны потерять добрые обычаи нашего народа. В них народная мудрость, вековой опыт и настоящие уроки жизни. В них отразились уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности.
Именно национальные обычаи и традиции являются силой и достоянием народа, его духовной основой и вечными ценностями. Литературу по данной тематике вы можете найти на полках Центральной библиотеки.